планете Земля одной из самых мистических точек называют Кавказ. Здесь объединяются начало и конец нынешнего человечества. Это одна из 3 вечных вершин, а также эзотерическая ось мира. Кавказ являлся священной землей в древних традициях, потому что это то самое место, где возродилось человечество после катастрофы потопа, и где оно сделало первые шаги к цивилизации. С самых древнейших времен центральную часть Большого Кавказа по обе стороны главного Кавказского хребта населяют ир-ас-аланы-осетины. Эта земля исторически является крупнейшим и древнейшим сакральным центром всего индоевропейского мира. Здесь располагалась духовно-идеологическая зона древнего мира. По плотности расположения в этом регионе архаичных замков, городищ, некрополей, культовых сооружений и других памятников истории и духовной традиции, Центральный Кавказ не имеет аналогов в мире. Только общее количество святых мест, кувандонов, здесь составляет более 1000. С древнейших времен Кавказ привлекал взоры великих завоевателей. Македонский, Наполеон, Адольф Гитлер. Все стремились на Кавказ для того, чтобы завладеть духовными знаниями древних ариев. Кавказ, овеянный легендами и мифами, был родиной мифических героев, легендарных асов. На Кавказе родились русские боги. Их рай, их обитель называлась так же, как и само название осетин – Ир. Кавказским горам был прикован Прометей. На Кавказе жили великие асы скандинавов. Здесь их родина. Время становления духовного мировоззрения осетин своими корнями уходит в глубокую древность, за обозримые горизонты развития человеческой цивилизации свыше 3-5 тысячелетий до нашей эры. После эры похолодания Кара-Макарафыраштак в Кавказской мировой горе, именуемой в нардском эпосе иносказательно Шофьяи-Жаппаз, то есть склеп мудрости, нашли свое пристанище достигшие совершенства знаний белых богов асов, нарты. Идеологическое содержание традиционного духовного мировоззрения нартов Ир-ас-Алан издревле основывалось на глубочайших знаниях и знаках-символах Вселенной, представляя собой наполненную философским содержанием высокоразвитую космогоническую систему. Все мировые религии при своем становлении использовали древнейшее духовное учение Ир-ас-Алан, известное нам как Ирон Нартон Ахдау. Именно это духовное мировоззрение господствовало в Евразии в эпоху индоевропейского единства народов. В эту эпоху Кавказ выполнял функцию одного из главных сакральных центров легендарного древнего мира. Понятие «Ирон» обозначает и является божественным понятием, в котором заключен смысл всего сущего. То есть по библейской энциклопедии, по верованиям практически всех индоевропейских народов, и даже, как это ни покажется парадоксальным, в культурном духовном наследии, которое несут в себе представители японских островов, то есть японцы, Ирон – это название Бога. Одно из первых названий, с которыми человек разумный столкнулся на этой земле. В славянской мифологии Ирий – это небесное царство богов, славянский ведический рай, учрежденный Сварогом. В Ирии растут священные деревья. В Ирии собираются и пируют небесные боги. В небесном царстве живут также и славянские предки. Согласно нордическим преданиям, когда-то на земле жили асы, герои-полубоги, которые были родоначальниками скандинавских народов. В сагах вспоминается Асгард, откуда вышел с племенами асов их вождь Один.
Скандинавские историки XIX века называют его аланом по происхождению, а современные осетинские ученые установили звучание его имени на родном языке как Уддан, от которого и произошло имя Один. 2 года в 2000 и 2001 годах археологическая экспедиция всемирно известного ученого-путешественника Тура Хейердала исследовала крепостное городище города Азова. Гипотеза Тура Хейердала состояла не только в том, что верховный бог Скандинавии Один был родом из города асов Асгарда и что среди асов зародилось племя викингов, а в том, что с юга на север Европы пришла группа людей во главе с Одином, которая стала элитой общества. Это подтверждает и Снорри. Он говорит, что у Одина было королевство в устье реки Дана, на левом берегу, а народ назывался народом ассов. Он говорит, что место, где Один жил, было местом поклонения, местом жертвоприношения. Слово «хов» в норвежском языке служит для обозначения понятия «большой храм». Поэтому весьма вероятно, что Азов — это Асхов, ведь люди, которые жили здесь и происходили от аланов, назывались ассами. Специалисты ведущих университетов и научных центров стран Западной Европы, азиатских стран, Китая проводят широкомасштабные исследования уникального наследия Ир-Асалан-Осетин, включающие изучение и преподавание его сакрального языка Ирон-Авжак. Сегодня осетины – единственные носители языка легендарных скифов, сарматов и алан, единственные приверженцы прамонотеистического духовного мировоззрения Ирон-Ахдау. Данное мировоззрение зафиксировано в Нартиаде и других сакральных текстах Сарсиаты Таурахта, Даризанты Качта. А вся горная часть территории Алании с древнейших времен выступает в качестве единого священного храмового комплекса, в котором была установлена Всевышним строгая иерархическая структура. То есть вся горная территория Осетии, согласно старинным преданиям, была поделена на ущелья, каждая из которых была отдана Богом под покровительство определенных зуаров. Таким образом, каждая составная часть храмового комплекса священных гор Осетии имеет своего небесного покровителя и является табуированной с доисторических времен. У наших действительно великих предков не было понятия «религия» в сегодняшнем толковании этого слова. Им не нужно было во что-то верить, они знали, как все устроено во Вселенной и как все работает. Это был их образ жизни, культура, менталитет. Об этом свидетельствуют знаки и символы, оставленные ими потомкам. В осетинской этнической традиции танцы выстроены по принципу мандалы, жертвенники выстроены по принципу мандалы. Мандала является очень распространенным символом. И, конечно же, это чита. Народ примитивный не мог создавать символов универсальных, не мог создавать. Это создавал народ, который владел удивительными космическими знаниями. Доказательство тому, каким образом данная культура, данная духовная культура распространялась от океана до океана, свидетельствует зиккурат, как проекция устройства Вселенной, расположенной в селении Лисри, где мы и находимся. Если вы обратили внимание на конфигурацию данного зиккурата, то можно смело утверждать о том, что это точная копия того зиккурата, который находится в настоящее время на священном Байкале, на одной из самых сакральных территорий Восточной Сибири, острове Ольхон. То есть данная культура, как говорят исследователи, которые занимались изучением данного вопроса еще в императорской России, об этом говорили профессора Санкт-Петербургского и Московского императорского университета, а также их зарубежные коллеги, о том, что эта культура носила глобальный характер, то есть господствовала на всем евразийском пространстве.
Помимо этого величественного культового комплекса, в Осетии встречаются и много других древних зуаров, имеющих форму зиккуратов, то есть многоступенчатых культовых сооружений. Они бывают разных размеров, но, к сожалению, плохой сохранности, так как осетины, унаследовавшие их, потеряли сакральный смысл, вложенный в символику архитектурного строения. Между тем, на языке символизма зиккурат несет идею храма горы, воспроизводя небесную вершину. При этом наружный замкнутый круг из камней, согласно древним космогоническим текстам, символизирует Вселенную, квадратная тумба – Землю, наш материальный мир, а третья, центральная стела, символизирует дух, пронизывающий Землю. Прекрасно зная устройство космоса, нарты-асы как бы заново создавали Вселенную в миниатюре. В Южной Осетии был найден свастический знак, зооморфный свастический знак в виде волка, крыльев орла и лап кошачьего животного. Как он появился? Одна из бомб попала в зуар. Зуар был разрушен. И когда его пытались восстановить, стали разбирать, и в пол зуара оказался замурован вот этот вот знак. Знак, конечно же, непростой. Это не какая-то такая фантазия древних художников, не поддающаяся расшифровке. У нас сейчас специалисты могут расшифровать этот знак, потому что все эти зооморфные символы, они поддаются объяснению. Значит, волк в центре свастического знака, изображение волка, это изображение хаоса, потому что волк – это символ двойственный. Это и солнечный символ, и хтонический символ. Это изображение хаоса, который преобразуется в светлое начало. Крылья, лапы, значит, вот кошачьего животного, они сами о себе говорят. Но знак интересен еще и тем, что он был мозаичный. То есть, если бы он был статично как-то так изображен, нарисован, но он был мозаичный. А мозаика предполагает изменения. То есть стоит посмотреть под каким-то другим углом, и знак уже смотрится совершенно иначе. А иначе это уже совершенно другое прочтение. Здесь уже может быть прочтение солнечного знака. То есть точно так же, как, допустим, бог Аполлон превращался в волка, волк был его священным животным, его мать была волчицей, мать великих ашвинов ведийских также превращалась в волчицу. Все это солнечные божества, это солнечная энергия. Хтон, который превращается в результате свастического движения, превращается в свет. И вот в зуаре лежало вот это вот чудо, лежала вот эта вот святыня, которая никем не была, в общем-то, видана. Удивительное воплощение символизма можно увидеть и в строении древнеарийского храма-хранителя Рекома. Согласно расшифровке Славы Джанаева, основное сооружение храма Реком – это стилизованный образ дракона, который у ариев не зло, а святая мать-хранительница земных богатств и знаний. Двусторонняя свастика над входом в святилище Реком – это символическое обозначение самого Рекома. Крест в культовом понимании осетин является обозначением света, солнца и оберега. В нижней части двери из фигурных кованых полос образуются ромбики, символы обрабатываемой земли. Выше находятся 4 солярных знака в виде крестов. Птица на консолях – это известный всем арийцам символ фарна, посылаемого на землю к людям в образе сокола.
На цилиндрической шумерской печати вот этот же точно такой же знак. Восьмиконечная звезда, солнце и месяц. Совершенно ясно, что это не может быть случайностью. Где Осетия, где Рекум и где Междуречье, где Шумер, где шумерская цивилизация. Значит, речь идет о каких-то единых, глубоких, древних истоках вот этой вот культуры. И она сохранилась. Вот она, пожалуйста, смотрите. В Рекоме мы ее наглядно видим. Никто не может объяснить, что это такое. Но то же самое есть и, значит, на шумерской печати. И мы можем предположить, что это означает, что означает этот язык вот этих вот знаков. Восьмиконечной звездой всегда изображалась богиня, великая богиня. Богиня Исида в Египте, богиня Иштар в Шумере, у нас наша Шатана. У нас в эпосе есть сюжет, где Шатана берет деревянного конька и на одной его стороне рисует солнце, а на другой полумесяц. А сама она есть эта звезда. Вот. То есть вот эти вот соответствия, они совершенно удивительны. Но еще больше меня удивило соответствие с другой шумерской печатью, где изображаются боги, которые создают человека. И что бы вы думали, создают они человека на маленьком фынге на 3 ножках. Этому фынгу, этой печати шумерской, не менее 5000 лет. Фынг дошел вот в том же самом виде. Там даже вот видно, что Бог стоит на коленях над этим столом. То есть там размер фынга такой же, который мы привыкли видеть в осетинской традиционной культуре. И на этом фынге стоит, значит, сосуд, в котором месится глина, наверное, а рядом сидит богиня с созданным ею человеком. Еще много тайн и загадок хранят наши горы. Пока ученым не удалось разгадать смысл знаков-символов, оставленных предками на стенах башен и укреплений. Так остаются непрочитанными многочисленные петроглифы в бывшем в древние времена укрепленным городом, удивительном по красоте и мощи, а ныне покинутом жителями селения Самыти в Куртатинском ущелье. Каменная летопись и удивительные архитектурные сооружения, а самое главное – древнее искусство Кавказа, получившее название кубанской культуры, несут в себе сакральную информацию, зашифрованную в символах. Так, например, широко использовавшийся кубанцами символ свастики уходит корнями в незапамятные времена. Издревле этот символ является солярным или солнечным, символизирующим божественный свет и мудрость. Это универсальный постулат, на котором основана вся проявленная Вселенная. Если брать кабанскую культуру, можно сказать, эти люди достигли совершенства, в общем-то, в изготовлении ремесленного производства, в частности, от бронзы. Настолько удивительные формы, изящные, двояко изогнутые топоры, скажем, орнаментированы всевозможными животными там. Ну, и формы, и композиция, просто все настолько интересно и удивительно. Современные художники смотрят и поражаются, какое там совершенство в этом плане. Ювелиры тоже. Что касается, то есть культура была на очень высочайшем уровне. Что касается аланских памятников, аланских археологических изделий, тоже я вот веду раскопки 1-5 веков, ранние аланы копаю, Беслане. И там тоже очень много, настолько они яркие вещи, скажем, и этот стиль звериный, он, кстати, идет от скифов, скифы и кабанцы тоже, это все, в общем-то, родственные племена считается. И все это звериный стиль и традиции как раз идут настолько четко и прослеживается уже в более позднее время, скажем, у алан тоже. А можно ли подвергнуть сомнению высочайший уровень культуры скифов и сарматов, создававших тысячи лет назад шедевры ювелирного искусства, с не просто красивыми изображениями, но самое главное, с вложенным в них глубоким идеологическим и философским содержанием?
над расшифровкой сцен и образов которых работают ученые разных стран. А выставки скифского золота в самых крупных городах мира собирают наибольшее количество посетителей и почитателей. Ирас-аланы, скифы и сарматы были рассеяны по всему миру и могли бы остаться жить в любой части света. Однако случайно ли, что они выбрали именно Кавказ для сохранения идеологии асов-нартов? Горы Центрального Кавказа явились для них самой укрепленной природной крепостью, которую никто никогда не смог покорить. Здесь издревле господствовала и совокупная сила многочисленных святых мест, каналов связи с высшим миром. И именно здесь, благодаря своей изолированности, народ сумел сохранить, передавая из поколения в поколение веренные ему тайны, зашифрованные в Нартиаде, в традициях и обычаях. Сейчас, когда начинает спадать полог тайны, покрывавший наследие великих асов, становится понятным пророчество нартов, когда они говорили, что знают о наступлении времен, в которые забудется хатиакский язык, то есть умение посвященных читать тайный смысл знаков и символов, что народ Ир рассеется по белу свету. Но настанет час, когда найдутся истинные наследники нартов-асов, которые с помощью притч заповедей вспомнят хатиакский язык, то есть научатся понимать универсальный язык символизма. Именно они и прочитают зашифрованные послания предков. В астинской традиции гора считается символом духовного пути, пути посвящения. В горе, в пещере родилась великая нартская героиня Шатана. Из горы, из камня родился нартовский герой Сослан, герой солнца. Вся жизнь нартовского общества, так же как и общества осетинского, вращалась вокруг этого сакрального центра. Гора была сакральной осью и центром жизни и нартов, и осетин. Вот эта мистерия жизни, которая вращалась в свастическом движении вокруг сакрального центра, вокруг горы, она продолжается и сегодня. Для нас и сегодня горы наши являются духовной святыней, духовными центрами. Великолепные, разбросанные по нашим ущельям зуары и есть те ступени сакральной школы древних асов, по которым изучали школу жизни. При присоединении Осетии к России, когда российское правительство направило в Осетию исследовательские географические партии, то в Алагирское ущелье их не пустили, мотивируя тем, что места сакральные и туда просто так приходить нельзя. Практически в каждом ущелье, в каждом обществе были такие места, где находились вот такие центры духовные, можно так сказать, в которые в обычный день или просто так заходить было нельзя, и могли заходить или посвященные, или люди могли попасть туда во время праздника. Как мы уже отмечали, всю горную территорию Осетии можно рассматривать как единый естественный храмовый комплекс, так как она табуирована ирас-аланами-осетинами с доисторических времен и включает в себя тысячи мест поклонения единому Богу и высшим силам. Поскольку одной из важных особенностей духовного мировоззрения народа Ир является то, что он не возводит рукотворных храмов, божественным храмом для них выступает вся необъятная Вселенная. Поэтому свое молитвословие, обращение к Творцу, народ Ир-Ас-Алан-Осетины по сей день осуществляют на лоне первозданной природы, естественного божественного храма. В Осетии по сей день существуют особо сакральные заповедные зоны, посещение которых не допускается или допускается лишь избранными и в определенное время.
Например, особо священными, табуированными являются лесные массивы Шаукома в Мамисонском ущелье, Шаукома-Зорта в Алагирском, город Паухох, Карюхох, Чимара, Хетаджикох и другие. Все это дает основание называть всю горную часть Осетии сакральной территорией. Под сакральной, священной территорией можно понимать часть культурного ландшафта этноса, играющую важную роль в формировании и функционировании его традиционного мировоззрения в процессах этнической самоидентификации. В мире существует немало примеров наличия сакральных территорий в разных странах. Так, например, в конце 90-х годов шаманы Республики Бурятия официально признали остров Ольхон главным святилищем, культовым центром общебурятского значения. Классическим примером священной территории выступает Ватикан. В Греции Святая гора Афон почитается как земной удел Богородицы. Сакральной территорией является Лхаса, бывшая столица независимого Тибета. В этом отношении Монголия обладает уникальным опытом, поскольку именно здесь сакрализации территории придан государственный статус. Первая официальная сакрализация горы Боктхан была проведена в Монголии в 1778 году по инициативе монгольской знати, а в 1995 году данная церемония была утверждена указом президента Монголии. Церемония государственной сакрализации представляет комплекс мероприятий, обрядов, ритуалов, относящихся к ламаизму и шаманизму. После совершенных обрядов в отношении горы закрепляется ряд табу. А в республике Мари-Эл священным объявлены многочисленные рощи. Веру марийцев часто называют язычеством, но сами марийцы этот термин отвергают, говоря, что они молятся богам, а не деревьям. Сейчас используется термин «марийская традиционная религия», а храмом для марийцев является священная роща. Марийцы – единственный в Европе народ, существенная часть которого не приняла ни ислам, ни христианство. В священной роще марийцев нельзя говорить громко, нельзя сквернословить, ломать ветки, справлять нужду. Сюда запрещено заходить женщинам в известный период. Употребление на святых местах и в пределах ареала их действия спиртных напитков расценивается как святотатство. В рощах поразительная чистота. Сюда нужно приходить с чистыми мыслями, помывшись предварительно в бане, одевшись во все чистое и светлое. До моления никто не смеет отведать ни мяса, ни супа жертвенного животного. Молитва обставляется целым рядом церемоний и ритуалов. Главное условие пребывания в священной роще – чистота души и тела. Не правда ли, все это знакомо нам, осетинам? И не говорит ли это о едином источнике космогонических знаний, явившихся основой для проведения священных ритуалов монголами, бурятами, марийцами, но прежде всего нами, осетинами, которые должны, как никто другой, в этом мире соблюдать заветы нартов-асов. Самым показательным в этом отношении на сегодняшний день в Осетии является проведение праздника Рекома-Барагвон с участием той части молодежи, которой удалось осознать, какое великое наследие им оставили предки. Если говорить о Ахдаве, это не просто свод правил жизни, а о том, что это, скажем так, жизненные правила основаны на высоких знаниях. И человек, который просто смотрит на это вначале, как бы скажем, на бытовом уровне, можно не понять просто, потому что они помимо того, что основаны на высоких знаниях, они очень приспособлены к жизни. Можно сказать, что, как я думаю, могу так сказать, что некогда высокие знания люди перенесли в бытовой уровень. И уже в быту передавались какие-то сакральные вещи в очень простом формате. И насколько человек развит
насколько человек проникает вглубь, насколько у него высокий потолок, настолько он понимает суть того или иного действия. Находясь сегодня в этих красивых, благодатных местах, где родились и выросли наши предки, где и нам оставили немало памятников, которые говорят о нашем великом прошлом, заслуживающем большого внимания и уважения, хочется обратить внимание на то, сколько святых мест у нас в Осетии есть. В данном случае вот здесь сегодня мы находимся в селении Лисри. Конечно, оно уже давным-давно брошенное, остались вот памятники так называемой старины, но это памятники нашей великой культуры, нашей арийской культуры, о которой, конечно же, мы должны не просто знать многое, если не все, то хотя бы не забывать. Но, к сожалению, мы на сегодняшний день об этом стали просто забывать. А многие просто даже не знают, кто мы такие есть на самом деле. Хотелось бы обратиться к своим соотечественникам, чтобы они не забывали хранителями и носителями какой великой культуры они являются, и на какой благодатной святой земле они живут. Здесь, на Кавказе, издревле находились уникальные знания ариев. И находились, и находятся, я хочу сказать, потому что никто не отнимет у нас наш эпос, который является, еще раз повторяю, ключом к пониманию сакральных текстов всех остальных народов индоевропейских. Никто не отнимет у нас наши горы, в которых находятся наши священные места, наши зуары, наши священные рощи. И пока живы осетины, никто не отнимет у них их язык. Я очень верю в то, что когда-нибудь все эти памятники, все эти артефакты заговорят языком, на котором говорили древние арии, священным языком асов, хатиакским языком, которым в нартском эпосе владеют выдающиеся нарты. Не все нарты владеют, только выдающиеся нарты. Язык богов, язык посвященных. Был Винсент Мун, он снимает аутентичную музыку, этническую, и интересуется не только музыкой, но и корнями, откуда она происходит. Он был очень удивлен осетинской музыкой, осетинскими корнями. Когда мы начали рассказывать, что есть песни, исполняемые на праздниках, есть древние сказания, кадаги, которые тоже исполняются под аккомпанемент, он очень заинтересовался этим, спрашивал, откуда это происходит, что углубился в миропонимание осетинское. И был очень поражен как самой музыкой, так и тем, откуда она появилась, корнями. То есть вот настолько он был поражен, что отклонился от графика, задержался здесь еще на несколько дней и объехал с нами праздники, проходившие на тот момент. Мы ему показали, что как проходит. В общем, он был восхищен не только осетинской музыкой, но и осетинской духовной культурой. Говорил о том, что побывал во многих странах мира, и практически везде есть связь, есть схожие моменты. Но только в Осетии вот он увидел настолько сохранившуюся структуру, как бы цельную. И постоянно задавал один и тот же вопрос. Почему вот у соседей не сохранилось, а у вас сохранилось? Подводя итоги, отметим, что и музыка, и танцы, и устное народное творчество, и традиции, и обычаи, а самое главное – многочисленные святые места – все это великое наследие нартов. В этих намоленных местах проходили древние мистерии, и здесь же ждут своего часа еще не раскрытые тайны. Поэтому и назрела необходимость признание всей горной части Северной и Южной Осетии как сакральной священной территории с соответствующим осознанным, ответственным и благоговейным отношением к ней как самих осетин, так и представителей других народов, посещающих эти места.
Официальное придание табуированным территориям горной части исторической Алании статуса сакрального центра общеарийского значения представляет собой единственную реальную возможность отнесения данной территории к части всемирного культурного наследия, находящегося под патронажем Организации Объединенных Наций. Согласно федеральному закону номер 73 об объектах культурного наследия, культовым объектам и сакральным территориям народов Российской Федерации гарантируется государственная охрана.